Арсенал исключил 32-летнего игрока турецкого происхождения из-за его сообщений о Восточном Туркестане. Великобритания шокирована решением клуба в отношении Месута Озила. После вывода из основного состава европейского дивизиона Арсенал исключил турецкого игрока, приобретенного у Реала за рекордные 42,5 миллиона евро из премьер-лиги. Месут, который зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю, прекратит играть за клуб 7 марта. Комментируя решение Арсенала в социальной сети, Озил сделал следующее заявление. «В настоящее время верность является редкостью. Я продолжу тренироваться наилучшим образом, бороться за справедливость и выступать против жестокости». Этими словами Озил подразумевает Китай, так как ранее он не раз выступал с критикой в адрес китайских властей из-за нарушений прав человека. В частности, в декабре прошлого года он осудил жестокое отношение к уйгурам, за что подвергся давлению Министерства иностранных дел и Китайской Федерации футбола. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео поддержал Озила в социальной сети. После этого китайское правительство запретило трансляцию матчей Арсенала. Руководство клуба, у которого имеются спонсорские соглашения в Китае, извинилось, заявив, что это личное мнение футболиста. 21 октября международная организация Better Cotton, созданная для обеспечения качества и устойчивости поставок хлопка, заявила, что разорвала отношения со всеми производителями хлопка в Китае из-за принудительного труда и других преступлений против человечества, совершаемых Коммунистической партией Китая. Принудительный труд и другие нарушения прав человека в уйгурском регионе повлияли на стабильность промышленности. Поэтому мы решили немедленно приостановить всю деятельность в этом регионе, говорится на сайте агентства. Восточный Туркестан удовлетворяет 20% хлопковой потребности всего мира. Правозащитные организации подчеркивают, что заводы и фабрики китайского производственного корпуса Бинтуан и текстильные компании являются основными потребителями рабского труда. После введения запрета на импорт хлопка и томатов из Восточного Туркестана, правительство США начало выводить из Китая свои компании и импортировать хлопок из других стран. Сообщения о давлении на мусульман в Восточном Туркестане поступают с 2017 года. В 2018 году в ООН заявили, что в китайских концлагерях содержатся миллионы уйгуров, казахов и представителей других народов, исповедующих ислам. Китай, вначале отрицавший существование лагерей, позже признал их наличие, однако назвал эти учреждения образовательными центрами. Люди, имеющие возможность пересечь границу, бегут в Казахстан в поисках спасения от гонений китайского правительства. Однако в последнее время количество людей, получивших убежище, сократилось. Из-за возможной репатриации в Китай некоторым из них приходится бежать из Казахстана и искать убежище в третьих странах. Этнические казахи Костер Мусаханулы и Мурагер Алимулы получили статус беженцев сроком на 1 год. В октябре 2019 года они пересекли казахско-китайскую границу. Они рассказали, что спасались от преследований, которые Пекин развернул в последние годы в отношении уйгуров, казахов и других народов, исповедующих ислам. Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что помимо Ирана и России, Китай и ряд других стран попытались вмешаться в президентские выборы в США, которые состоятся 3 ноября. О'Брайен прокомментировал заявление Федерального бюро расследований и Управления национальной разведки, заявив, что Иран и Россия не единственные страны, пытающиеся вмешаться в выборы. Китай и несколько других стран, имена которых мы пока не называем, попытались оказать влияние на мнение избирателей. Мы предпринимаем важные шаги для защиты интересов нашей страны. Трамп является самым жестким американским президентом по отношению к России со времен Рейгана. Потому что мы видим, как Россия распространяет дезинформацию в Твиттере и за его пределами. То же самое верно и в отношении Китая, отметил О'Брайен. Пекин призвал Вашингтон отказаться от продажи вооружения Тайваню. В противном случае Китай примет ответные меры, сообщает издание China Daily со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая. Продажа оружия из США Тайваню серьезно нарушает принцип одного Китая. Это серьезное нарушение внутренних дел нашей страны, ее суверенитета и интересов безопасности, заявил представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзян. Ранее в четверг британская телерадиокорпорация BBC сообщила, что США одобрили поставку партии вооружения на Тайвань на сумму $1 миллиарда 800 миллионов.
По данным Пентагона, сделка включает 3 системы вооружений, в том числе ракетные установки, датчики обнаружения и артиллерийское вооружение.